اسألوا التاريخ عنا ما وهنا نحن أحفاد المثنى في ضليل. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху, мир и благословение Его посланнику. 22 мая 1947 года в йеменском порту Аден стал на якорь для дозаправки австралийский корабль «Катумба». Несколько человек спустились с корабля, чтобы прогуляться по городу. Там они встретили одного из влиятельных жителей поселка Шейх Осман, расположенного вблизи от Адена. Его звали Сейд Абду Хусейн Аль-Адхаль. После знакомства и непродолжительной беседы с ними он был поражен услышанным. Он поспешил к кораблю, чтобы убедиться в правдивости полученной информации. На корабле он увидел пожилого человека, черты лица которого выражали достоинство и гордость, которые никому не под силу сломить. А на слабых руках и ногах виднелись глубокие следы от кандалов. Саид спросил у пленника, кто он. Старец величаво поднял голову и посмотрел взглядом гордого орла, а затем с чувством собственного достоинства назвал свое имя. Сейд Адхаль не мог поверить, что перед ним стоит легендарный мусульманский герой, который исчез более 20 лет тому назад. Сразу же после этого в Каир пришла секретная телеграмма из города Аден в Йемене. Амир Мухаммад ибн Абдуль-Карим Аль-Хаттаби покинул порт Адена на корабле «Катумба». Подпись Аль-Адхаль. Вслед за этим королю Фаруку, правителю Египта, пришло следующее письмо. «Ваше королевское высочество, получил телеграмму из Адена, в котором говорится, что Мухаммад ибн Абдуль-Карим Аль-Хаттаби, амир ривских племен Марракеша, являющийся на протяжении 20 лет пленником Франции на острове Реюнион, в данный момент находится на корабле, идущем на юг Франции, к месту новой ссылки. Корабль «Катумба» будет проходить через Суэцкий канал завтра. Спасение пленника находится в справедливых руках вашего высочества. Ведь Франция не имеет никакой власти над ним, кроме как власти похитителя над похищенным». Подпись Мухаммад Али Тахир, председатель Палестинской ассоциации в Египте. Король Фарук откликнулся на этот зов, и с помощью первого генерального секретаря Лиги арабских стран Абдурахмана Баши был разработан и реализован план спасения амира Мухаммада ибн Абдуль-Карима Аль-Хаттаби. Франция была в бешенстве, когда узнала о том, что потеряла пленника, от которого она так часто терпела поражение. Добро пожаловать! С вами Джихад ат-Турбани, и я приветствую вас в 4-й серии цикла передач «100 великих». В этой серии мы с вами познакомимся с легендой Марокко, амиром Мухаммадом ибн Абдуль-Каримом Аль-Хаттаби. Возможно, некоторым из вас покажется удивительным, что имя одного из великих мусульман 20 века я поставил вторым в списке сразу после имени Абу Бакра Сиддыка, да будет доволен им Аллах, первого человека из общины Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, наместника, посланника Аллаха. Я сознательно расположил имена великих людей именно в этом порядке, по причине которой я расскажу вам в конце передачи, иншаллах. Так кто же такой амир Мухаммад ибн Абдуль-Карим Аль-Хаттаби и какова его история? Чтобы хорошо изучить жизнь нашего легендарного героя, прежде нам необходимо немного погрузиться в историю Марокко. А точнее, мы перенесемся в небольшой поселок Агдир, расположенный на севере-востоке Марокко, где в 1301 году по хиджре, в 1883 году, у главы одного из берберских племен, шейха Абдуль-Карима Аль-Хаттаби, родился сын, которого он назвал Мухаммад, в честь посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И шейх решил воспитать своего сына с раннего детства храбрым воином и праведным мусульманином. Он обучал его литературному арабскому языку, Корану,
а затем отправил его в университет Аль-Карауийин в городе Фес изучать хадисы и исламское право. В то время Марокко переживало очень сложный период своей истории. Силы истребления, которых зачастую в истории ошибочно называют колониальными силами, осознали, что исламский Магриб на протяжении всей истории является родиной множества героев. Отсюда вышли воины государства Аль-Маравидов и направились к Андалусии. И именно отсюда морем отправилось войско Аль-Махадов в Европу. Но еще ранее именно с этой земли отправились мусульманские войска в Андалусию. Поэтому захватчики решили, что нужно покончить с этой постоянной исламской угрозой. Таким образом, в 1906 году состоялась Аль-Хисирасская конференция, в которой участвовали 12 стран. И впервые в истории в ней приняла участие новая страна — Соединенные Штаты Америки. И тем самым она нарушила свой же закон, провозглашавший концепцию невмешательства США во внутренние дела европейских стран. Этот закон называется «Доктриной Монро». Все эти страны собрались только из одной проблемы — Марокко, и в частности для того, чтобы навсегда покончить с исходящей от нее постоянной исламской угрозой. Окончательным решением этого съезда было разделение Марокко на части. И это было не просто разделение страны на части, а удивительно коварное, невиданное доселе в истории человечества, разделение Марокко таким образом, чтобы это государство больше не смогло стать единым целым и обрести былую мощь. Франция забрала себе южную часть королевства Марокко. В настоящее время это Мавритания. Испания завладела северной частью и назвала ее Западная Сахара. Франции также досталась территория севернее Западной Сахары, нынешнее королевство Марокко. Испании была отдана еще одна часть на севере Марокко, территория Рифа. Германии и Британии достались города и села, разбросанные тут и там. И все эти страны решили, что таким образом они покончили навсегда с исламским государством Марокко. Однако у шейха Абдель-Карима Аль-Хаттаби и его сына Мухаммада было другое мнение на этот счет. Они начали собирать враждующие племена под единым флагом ислама. Шейх начал вести переписку с правителем османского халифата, и испанцы убили шейха Абдель-Карима Аль-Хаттаби, да смилуется над ним Аллах. И тогда его сын, Амир Мухаммад ибн Абдель-Карим Аль-Хаттаби, собрал войско численностью 3000 воинов из племен, населявших северные провинции Марокко. Амир Аль-Хаттаби придумал и применил впервые в истории новую тактику ведения военных действий, получившую название «Партизанская война». Многие революционеры со всего мира использовали эту военную тактику, основанную на внезапном нападении и отступлении. Но Амир Аль-Хаттаби не остановился на этом. Он придумал еще одну военную хитрость, которую также применил в войне с американцами вьетнамский военный лидер Хашимин, признавшийся, что он был вдохновлен принцем Аль-Хаттаби. К этой же хитрости, которая заключалась в рытье тоннелей вплоть до вражеской позиции, через некоторое время прибегли палестинцы в секторе Газа. Наш герой Мухаммад Аль-Хаттаби использовал этот метод для борьбы с испанскими захватчиками и тем самым преподал им урок ведения войны. Когда потери испанцев в Марокко увеличились вдвое, король Испании отправил всю армию из Мадрида под командованием своего друга, генерала Сильвестре. Две враждующие армии встретились в знаменательном сражении при Анвале. С одной стороны, хорошо укомплектованная и организованная армия Испании численностью в 60 000 человек, с другой стороны, всего 3000 мусульманских воинов с простейшими ружьями. المجد سرت اسألوا التاريخ عنا. 3000 марокканских воинов под командованием легендарного героя Аль-Хаттаби одержали победу над 60-тысячным испанским войском.
Было убито 18 тысяч испанских солдат, десятки тысяч взяты в плен. Впоследствии Испания назвала это сражение катастрофой при Анвале, «Десастре де Анваль». После этого, впервые со времен оккупации, амир Мухаммад аль-Хаттаби основал Исламский Эмират на севере Марокко. В течение 5 лет своего правления он обучал людей истинной религии ислам, отправлял группы научных исследователей по всему миру и объединил враждующие племена под единым флагом ислама. Но, как и ожидалось, при возрождении ислама крестоносцы снова объединились, чтобы воевать с амиром Мухаммадом ибн Абдаль-Каримом аль-Хаттаби. Они использовали все свои силы и возможности, вплоть до того, что авиация Испании и Франции использовали химическое оружие и ядовитые газы против мирного населения. В это время британский морской флот блокировал марокканское побережье, но амир успешно противостоял одновременно всем этим передовым армиям. Тогда крестоносцы пошли на предательство, к которому уже не раз прибегали в истории. Они предложили провести мирные переговоры, пообещав мусульманам свободу и независимость, при условии прекращения военных действий. Но, как всегда, они нарушили свое обещание и обманным путем пленили легендарного воина и удерживали его на острове в Индийском океане. Это длилось не год и не 2, а целых 21 год. Все это время он находился в плену у поборников прав человека, носителей лозунгов цивилизации и французской революции, только из-за того, что он отказался жить под гнетом оккупантов. Но Всевышний Аллах не пожелал, чтобы эти военные преступники успокоились после ареста амира Мухаммада, и он был освобожден на Суэцком канале, как мы рассказывали в начале передачи. Амир Мухаммад ибн Абдаль-Карим аль-Хаттаби прожил до конца отведенного ему срока в Каире. И Каир стал центром революционеров со всего мира. Там же его посетил известный революционер, коммунист Че Гевара, чтобы обучиться военному искусству. После детального изучения жизни этого легендарного героя становится ясно, почему он упоминается на первых страницах моей книги. И это ответ тем несчастным, которые на совет брать пример с посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников, отвечают, что эти времена остались в прошлом. И упоминание имени героя, жившего в 20 веке, было лучшим ответом для этих людей, для людей, которые не читают ничего из истории мусульманской общины. К тому же пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам, что после них появятся такие верующие, которые будут получать вознаграждение за свои деяния, равные вознаграждению 50 сподвижников. 6 февраля 1963 года весь исламский мир прощался с выдающимся героем, который боролся против стран-оккупантов, с легендой Марокко, амиром Мухаммадом ибн Абдаль-Каримом аль-Хаттаби. Да смилуется над ним Аллах. Вы окажете мне честь, если подпишетесь на мой канал в YouTube, чтобы следить за выходом новых серий. Я буду рад вашим предложениям и комментариям после выхода каждой серии. Смотрите следующую серию, в которой вы узнаете, как началась французская оккупация других западных стран исламского мира, и познакомитесь еще с одним из 100 великих людей, который появился в Алжире и изменил ход истории. Оставайтесь с нами, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.